Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya günden programmasının hem de onun götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunurlar Gagauz Avtonomiyanın aktivistleri Volkaneş kasabasından. Bu İlya Vasilyevich Savastin. Zaman hayır olsun size İlya Vasilyevich. Çok sağ olun geldiniz bugün Volkaneş kasabasından katılma bizim kol vermemize. Sağ olun siz de. Mikhail Ivанович Surkan, hep Volkaneş kasabasından Gagauzya'nın aktivisti. Hep size de zaman hayır olsun. Çok sağ olun geldiniz bugün bize. Hem de üçüncü misafirimiz bu Ivan Petrovich Fuyor. Sağ olun siz de geldiniz katılırsınız Gagauzya'ya. Saygılı seyirciler bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Saygılı seyirciler, misafirler, nice biliriz, Harman ayı pek zengin türlü yortularla. Bugünkü programımızda lav gidecek Gagauz avtonomiyası için, Gagauz yeri için. Nasıl o kuruldu? Gagauzlar çoktan isterdiler olsun kendi yerleri, kendi toprağı. Uzak 1980. yıllarda bu üzere çekildi kaldırılma bu soruş. Biraz daha sonra Gagauzlar çekildiler. Kurma kendi kurumlarını, akıntılarını Komrat'ta, Çadır'da hem Volkaneş kasabasında. İlya Vasilyevich, getirsiniz aklınıza nasıl uydu size uyandırma Volkaneş kasabanın yaşayanlarını ki Gagauzlarda olsun kendi yeri, kendi toprağı. Buyurunuz. Спасибо, что дали мне слово. Знаете, нет дыма без огня, говорят так. Вот так и было в 88 год, в 89 году. Сначала у нас был кружок. Не было еще названия Ватана. Когда уже сделали устав, потому что без этого документа мы не могли никак собрать людей. Сделали устав, юрист, как положено. Его мы регистрировали у Александра Васильевича, председателя исполкома. Пошли ему в кабинет, 12 человек нас было. Вот. Тогда еще до этого Ватан не имел свое название. Как мы собирались, обсуждали газеты. Когда пошли в устав, Александр Васильевич нам сказал, он покойный уже, он сказал, что вы политикой не имеете права заниматься, вы общественное движение, мы это знали. И, я просто сказал ему вопросом, Александр Васильевич, а что делает сегодня Народный фронт? Это не политика? Они диктуют. Он так из-под лобья как бы улыбнулся и сказал гагаузам, он хороший человек был, гагаузам тоже что-то дадут. И он подписал нам устав. И после этого мы уже стали обсуждать, как выйти к народу. Чтобы встретиться с народом, тогда еще жили те люди, которые жили при румынской власти. Дедушки, бабушки, они были еще... Их приглашали тоже, и других. А приглашения были так. Мы писали это объявление, вывешивали их и ходили группором, чтобы пришли, послушали. Мы сами еще не знали, что будет дальше. И народ собрался в законных основаниях. Приглашали мы из Комрата, был Степан Михайлович, был Михаил Васильевич, Маруневич Мария Васильевна была. Это золотая женщина, это вообще, это глыба автономии. Я вам скажу, мы имели беседу, потому что мы тогда создали телевидение в Волканештах. Сами создали, тарелку купили. У нас было телевидение, радио-телевидение у нас было. Мы там обсуждали, это была женщина, любимая женщина. Когда она приезжала, мы чувствовали сзади силу за нами. Nicedire Gagauzların anası. Arka vardı bize. Öyle neyse akıllı laf ederdi o insan. И дальше собирался народ. Выступали одни, наш там, это... юрист Георгий Иванович, выступал и я, выступали другие ребята, которые первые люди, и тех людей, которые мы приглашали, уже пожилых людей, которые они жили в 3 режимах, можно сказать. При царской в России, при румынской и при советской. 3 СМ. Я тоже в этих режимах жил. При румынских нет, но я родился во время войны, как вы знаете.
до 43 года, 1 сентября. Служил в армии 2 месяца. Я был командиром взвода. Оставшись, после я ушел оттуда. Мне не понравилась эта служба. Вот. И когда подняли мы народ, пришли, слушали. Некоторые даже не понимали, что мы хотим. Мы все постепенно объясняли, что мы тоже хотим иметь свой нормальный язык. Потому что, когда я учился в школе, там Анадырь был. Анадырь после его отменили почему-то. Вот даже я басню «Крыло» еще немножко помню. Вот, на гагаузском языке. И эти старшие мужики, буду говорить, жители, они выступали и рассказывали, как было в тот период, тяжело и прочее. Потому что мы работали, мы имели работу свою. Я работал в сельхозтехнике. Работали, и по вечерам мы собирались в Ватан, Гагауз Ватана. Собирались уже мы на законных основаниях, устав был. Мы обсуждали, на какую тему будем собирать людей. Ну, читали газеты, смотрели там. И когда дошло период до августа 1989 года, тогда была, по-моему, где-то газета «Советская Молдавия» и «Молдова социалиста». Но там было на русском языке, не на латинице, а на русском газеты пока выпускались. И там был закон о государственном языке, функционировании государственного языка. Вот это нас очень задело, потому что другие языки, считайте, уже как бы, ну, даже было сказано, что руководители должны изучать, кто не будет знать государственного языка, будет с работы снят и заменены другими. Так же самое в школах приказ издал начальник РАНО Перчемли, фамилия он тоже издал, что в садиках должно быть на национальном языке и прочее. Но это неплохо, что язык надо изучать. Языки знать хорошо. Я, например, жил в Латвии, служил в Восточной Пруссии. Я по-латышски сегодня много больше скажу, чем на молдавском. Kanuna göre bizde burada Gagauz'da çalışır 3 dil, Rumun dili, Rus dili, Gagauz dili. Да, да. И вот мы собирали людей постепенно, постепенно. И мы в августе месяце, когда прочитали эту газету, я работал в сельхозтехнике, там мы собрали сначала автобазу. 12 предприятий нас поддержало. Первый из них был БАТБ. Второй, там швейная была, там эту женщину, я забыл фамилию. Вот. Они вторыми, остальных я не помню, собралась здесь вся площадь. Во время обеда мы транспарантами, флагами. Я подготовил выступление. Я сказал, что я буду читать, но это мои мысли, я их писал. Выступил, многие там выступили, Мария Георгиевна, Кёся выступила, и другие выступили. И тут начали выходить, будем говорить, начальники райисполкома. И некоторые, видимо, должность имели и немножко побоялись сюда выйти. Я так понял. И этот митинг, когда я закончил свое выступление, вот этот лист, который написал, вот эта площадь мне руку плескала. Я вот с того времени получил такой азарт, такую энергию от народа. И мы вот так вот постоянно говорили, что вот это наша будет маленькая родина, называется Гагауз Ватана. Ну, по этому только Ватан, но это наш гагаузский Ватан, наша родина. И вот так вот мы подняли народ, они поняли, что мы хотим сохранить свою культуру, сохранить свой язык. Вот. Ну и чтобы был мир, потому что мы работали, вот лично я, мы по всему району, а у нас половина была припрудские села, молдаване, ну, мы очень дружно жили, по-братски, когда встречались, обнимались прям, понимаете? Сейчас этого нету. Но мы и сейчас среди нас живут молдаваны, мы ничего не трогаем, они вместе с нами были, вместе с нами, молодцы. И вот так происходило вот образование вот Ватана. Дальше уже работа другая была, уже другая. Artık Mikhail Ivанович söz yetiştirişini size de bilirim hani
30 yıl geri hepsimiz biz daha gençtik. Şimdi oturuyoruz gene beraber bu stüdyoda. Ne isteyeyim sorma size. Siz de 1990. yıllarda katıldınız Oktyabrdaki olaylara. Bu üzere 1990. yılın Oktyabr 31'inde Gagauz yeri Yüksek Sovyet'in sesiyası geçti. Hangisinde Yüksek Sovyet'in başı rahmetli Stepan Mikhailovich Topal ayrıldı. Hem onun yardımcısı Mikhail Vasilyevich Kendigilan. Sizin bakışınıza göre bu insanların ne rolüydü historiada? Bu Степан Михайлович Топал, значит, Михаил Васильевич Кенигеран, ну, bizde de vardı. Bizim Volkan eşi dolandığında Georgi Ivanoviç Kalço, bunu yokça ben söylemeyeyim. Значит, Петр Фазлы, они сплотились. И потом направляли наших гагаузов по правильному пути. За всю историю Молдавии всегда жили в дружбе. Среди нас были молдаваны, украинцы, болгары. Мы все делили кусок хлеба, делили вместе все. Ну что ж с нами стало в течение там 3-4 лет? За 3-4 года после объявления Горбачевым суверенитета государств, правильно было? И все изменилось. От чего? Я на сегодняшний день как бы и горжусь этим, что я среди молдаван на хорошем счету. И то время был я. Потому что я работал как раз на припрутье ответственным по поливу. Я работал в объединении мелиорации. Я заходил, любому молдавану заходил в дом, во двор, обязательно, ну, сядем там, ну, знаете, как те времена. То у одного день рождения, там, у дочери, у жены. Ну, отмечали, песни пели вместе, танцевали, до утра танцевали. Мы сегодня гордимся, что мы имеем автономию, имеем свой язык, культуру имеем свою. Но надо больше чуть-чуть уделить внимание нашей автономии. Я сам родился в Молдавии, и я горжусь моей родиной. Не только Гагаузии, Молдавии, что она была у меня. Вот эта родина моя, Молдавия, она есть. Я горжусь молдавским народом. О том, что они сохранили свою национальность, идентичность, свои как сказать, термины, песни, танцы, это культуру. Понимаете? Вот когда слышу моих лет таких исполнителей музыки и песни, как Николай Сулак, я горжусь этим. Я горжусь Бодгросом. Я горжусь Догой. Я не говорю, что вот они такие. Нет, они мои, они наши. Наши, Молдава, нашей Родины, которые подняли нашу культуру, не только гагаузскую. Сулак пел и на гагаузском, пел и на молдавском. Ну, везде мы были в почете. Если продукция идет с Молдовы, Молдавии, допустим, в Россию, там хвалили нашу продукцию. Везде всегда было открыты двери для молдаван. Но я считаю тебя тоже молдаваном, потому что я родился в Молдавии. Открывали двери, вот молдаван приехал, вот, садись, пожалуйста, вот, ну как, уважение друг к другу были.
Ну почему я родился в Молдавии, изучал молдавский язык, я понимаю молдавский язык, я разговариваю на нем, я уважаю его, я люблю его. Yakışarsa da verelim söz şimdi Ivan Petroviç'e çünkü bakarım çoktan da düşünür, sesler getirir aklına o yıllarda ne oldu, nice oldu, 30 yıl geçti elbette. 1994 yılın dekabr 23'ünde Moldova Devleti'nin parlamenti imzaladı Gagauzyan'ın baş kanununu. Geçti 30 yıl şimdiden sonra. Niçin sanki sizin bakışınıza göre çözülmüş Bitkiyadan Avtonomiyanın baş kanunu? Bakmadan ona hani 2015 yıldan beri beraber çalıştı. Bu vakadın içinde de beraber komisya Moldova Devleti'nin de Gagauzyan Halk Topluluğu'ndan. Oldu çok. Vakit geçti çok. İnsanlar o zaman savaştık hani yapma bizim olsun devletimiz. Da biz sevinelim de bizi de saysınlar hani biz varız nasıl bir narod yaşayar yerinde. Ne oluyor Kişinev'de olsun, orasını ben hiç işitmeye da ne işitmeye bileyim hani противозаконно, не кабредило, не было. Ну, açan laf gidiği avtonomiya için lazım yepyeni nasıl unutma öbür problemleri решать etmeye tebrin. Tebride bizde. İlha Vasilyevич'im de sizin de verdiğiniz kulağınız kendi bakışınızı, kendi görüşünüzü Я бы хотел обратить внимание на экономическую сторону. И я еще не услышал в нашем народном собрании и даже в центре в парламенте или в правительстве, чтобы они говорили об экономике. Раньше была земля, и пользовались благами земли все. Каждый колхоз, у нас был базар, там каждый колхоз имел и капусту продавал, и помидоры, и перцы, и огурцы, вино, все свое молдавское. Сегодня, когда раздали, они сеют пшеницу, ячмень, подсолнух, который почти не растет, кукуруза и все. А где, почему закон не принят, чтобы создать, помочь, чтобы выращивали все? Ne lazım yapılsın bugünkü günlerde bizim adetlerimiz, bizim kültürümüz, bizim dilimiz ilerlesin. Ну, dilim için ilkin başlayacağım kültüra için. Kültüra bizde var. No, lazım больше daha çok işitme bu televizyon yani görsünler bizim kültürümüzü. Sade Gagauziya'da. Görsünler bizim padişahla. Ta işte развивать etmeye onda kolermeye ta ne istey. Для того, чтобы hani kültüre sabretme ikinci ekonomikayla kaldırma. Dilani başta nasıl hani büyün gidiyor. Hani de yekila sade папшой, азимкayı, arpa, hardal, semçika. Şu 5 nesne. Hani anda patlıcan, biber. Развивать etme. Это тоже экономика. Bu nesne рабочая сила. Открываются рабочие места. Многие, допустим, тот же самый пенсионер, он может уделить мне там 2-3 дня в неделю пойти на уборку. Значит, культура için yok несте развивать etmeye daha больше внимания, выделять им средства для того, чтобы развивать культуру. Не только показывать его Гагаузии. Ну так. Gösteriyle söyleyeceğim hani Kültür Bakanlığı birebir söyleyeceğim hani türlü oyun hem de türkü ansamblelerinden gidiyorlar başka devletlere bildirdiler, tanıtırlar bizim Gagauzi'yi başka yerlerde bu çökelerin süresinde. Da, o lazım olsun. Ivan Petroviç, programın sonunda yakışır siz açıklarsınız kendi bakışınızı bizim kültürümüzün, dilimizin, adetlerimizin ilerlemesi için. Bizde olacak islahlık только o zaman zaten biz olacağız birlik. Если biz başlayacağız birbirimizden çekişmeye, bağırışmaya, deneyeceğini yerlerden söyledik de bunu bizde olamayacak bir şey. Yani ne kadar çok çekişeceğiz, biz bakmayacağız silah yapmaya, yaşamaya, biz bakacağız yapmaya birbirimize prostluk. Da onun için de ben очень büyük yalvarayım, hani yeminle olsunlar,
birlik. Birlik olsun diye ne lazım söylesiniz? Birlik olsun lazım, birbirlerimizi sesleyelim, anlayalım. Самое ежели bunu hani açan anlıyorsun, sesliysin, savaşı sen yapma. İşte bu. Açan olacak hepsi değilse, hepsi olacak işte. Ha bile çekişten işi çıkmıyor. Siz ne bence söylersiniz bu iş için? Нас Фридан Иван Петрович doğru. Doğru ne yani ben Fülent ailelerde rastı aldınız o boyunduru sırtlarını hissettin. Çek onu nasıl istedi hani narod доволен olsun. Ha bile nasıl değil hani kas, rak, hem şuka, balık. Şuka. Если alacak hepsi bir kendi tarafına bir şeycik olmuyor. Sağ olun tabii size söyleyeceğim. Saygılı misafirler, bulduğunuz vakit bugün de geldiniz Valkayaş kasabasından. Açıkladınız kendi duygularınızı, kendi bakışınızı, durum için nice Moldova devletinde ile Gagauzya'da hem de getirdiniz aklınıza nice uzak 90. yıllarda kaldırardınız, uyandırardınız dün Gagauzları ki bizim olsun kendi toprağımız, bizim olsun kendi yerimiz. Saygılı seyredeceğim Gagauzya'da yaşayanlar tabir sesimi getirmesin aklınıza. Bugün bizde stüdyoda bulundular. Gagauz Avtonomiyanın aktivistleri Valkayaş kasabasından bu İlya Vasilievich Savastin, tabirse çok sağ olun. Mikhail Ivanovich Surkan, size de çok sağ olun. Hem de üçüncü misafirimiz bu Ivan Petrovich Fuyor. Size çok sağ olun. Hani geldiniz, katıldınız, anlattınız. Siz de sağ olun. Bizim programımız yaklaştı sonuna. Kalın sağlıcakla, kalın Karate kanalında.